Национальный символ протеста против войны в Украине Килишу появился в Чувашии с подачи анонимного художника Йомзя. О новейшей истории уличного протеста и о том, можно ли считать акционизм искусством, расскажет автор «Сердитой Чувашии» Вадим Никифоров. Пурните сывлых сунадоб хисисплету сэм. Здравствуйте, уважаемые друзья. Спасибо, что присоединились к нашей конференции. Тема моей лекции звучит так. Килишу значит мир. Чувашский национальный символ протеста против войны с Украиной подарил художник-акционист Йомзя. В этом анонсе есть три важных для меня слова и главных слова в моей лекции. Это слово «протест», разумеется, слово «символ» и слово «художник». Сейчас попытаемся пересказать кратко историю чувашского антивоенного протеста. Разберемся, как он получил символическое наполнение и символическое значение. И попытаюсь доказать, что антивоенная акция 25 июля 2022 года в Чебоксарах «Килишу значит мир» — это тоже своего рода искусство. В первый же день так называемой специальной военной операции нам в Сердитую Чувашию написал молодой человек. Его зовут Станислав. Он сказал, что готов выйти с одиночным пикетом, немного переживает, просит кого-то, чтобы его пофотографировал. Этим кем-то стал я. В общем-то, результат предсказуем. Стас не простоял больше 2 минут, его задержали, я подчеркиваю, 7 полицейских. Там были и Центр и даже машины ГИБДД, разумеется, патрульные приехали все посмотреть на одного человека с плакатом. На следующий день ко мне домой заявили сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом, увезли меня в отдел, допрашивали. Еще через день меня задержали уже вместе с операторкой. Я снимал уличный опрос на тему отношения Чувашии к начавшейся войне, и большинство ответов большинство опрошенных были негативно настроены к так называемой СВО. Еще 2 часа допросов уголовного розыска. В это время в Чебоксарах проходят стихийные акции протеста. На площади республики собираются люди. Без всякого анонса, разумеется, их всех задерживают, на тот момент отпускают без протоколов. Стало понятно, что протесту нужна некая организация. Эту организацию предложило движение «Весна» и команда Навального. Мы к этой акции присоединились, анонсировали ее в Сердитой Чувашии. Я в это время находился в Москве. И сейчас несколько аспектов. Я подчеркиваю, что все, что я сейчас скажу, это вообще прецедент для Чувашии. Никогда доблестные полицейские так не жестили, как во время анонсированной антивоенной акции. Собственно, на картинке вы видите, как задерживают человека без плаката. Он отказался представиться, двигаться с места, его буквально заломали и увезли в отдел. Здесь, если посмотреться, можете увидеть, как на входе в торговый центр Дом Мод стоит полицейский и железные рамки. Тоже своего рода прецедент. Даже сотрудников, вот, например, сотовой связи, не выпускали из торгового центра. Ну, там все торговый центр, весь большой торговый центр, был Дом моды, и его просто перекрыли. Да, было парализована, по сути, работа. То есть не войти, не выйти торгового центра ради акции, анонсированной в какой-то там Сердитой Чувашии. На тот момент там на 2000 подписчиков. Эту девушку мы так и не нашли. Если вдруг она смотрит нашу конференцию, знай, что ты наша героиня. Видим, что полицейские общаются даже буквально из-за 2 воздушных шариков. Разумеется, ничего не помешает перекрыть целую улицу в центре Чебоксар в субботний день, когда вообще-то большой трафик, в общем-то. И еще о 2 самых вопиющих случаях, связанных с этой акцией, анонсированной. Собственно, на фото вы видите первого пикетера Станислава с плакатом «По сигнале, если против войны». Он, разумеется, собирался приехать на акцию, анонсированную в центре Чебоксар, но на выходе из маршрутки его задержали сотрудники Центра Отвезли в отдел, где, с его слов, угрожали ему физической расправой, всячески разминали при нем пальцы и руки, всем видом показывая, что если слово поперек, они готовы применить силу.
Под давлением его склонили к сотрудничеству, что вообще редко для чебоксарского протеста. Переживать за него не надо, он благополучно эмигрировал в Соединенные Штаты. Сейчас на фото художница Настасья. Она тоже намеревалась пойти на акцию, но на подступах ее задержали. Ее не задержали, ее опросили сотрудники полиции. Она успела убежать. Почему я о ней рассказываю? Потому что спустя полгода, когда мы написали о выставке ее работ, там в посте все было про ее работы, про ее творческий метод. И лишь в конце небольшая сноска о том, что, кстати, Настасья тоже намеревалась поучаствовать в антивоенном митинге. Этой сноски хватило для того, чтобы в тот же день из Министерства культуры позаводили в художественный музей и навсегда отменили Настасью. Настасья обиды на нас не держит, ей даже, насколько я знаю, немного льстит статус запрещенной художницы. В общем, тоже относительный хэппи-энд. Слушай, Вадим, у тебя Да. немного времени, ты попробуй ускориться. Попробовать ускориться? Хорошо. Все-таки про Телешу расскажи нам. Обязательно. Здесь прошу быть внимательными, не перепутать. Это не антивоенная акция, это акция «Свобода политзаключенным» 23 января 2021 года. Почему я ее показываю? Потому как все эти люди, которые против власти, они никуда не делись. Но почему же не получилось собрать всех этих людей в тот день? Причины основные — это, конечно, то, что репрессивная машина была лучше просто готова, собственно, то, что я сейчас перечислял. И вторая и важная причина — это то, что люди перестали верить в акции прямого действия, когда вы выходите, заявляете свои политические требования, и власти откатывают какое-то решение или принимают какое-то решение. Уже к февралю 2022 года было понятно, что Путин своего решения не изменит, сколько бы людей не вышло. И протесту необходимо было найти новые формы. Вот. Это важная мысль. Одной из таких форм протеста стали так называемые тихие пикеты. Эту акцию придумала активистка Дарья Серенко еще в 2016 году. Она приобрела актуальность во время войны, когда митинги бессмысленны, когда акции прямого действия во многом бессмысленны, а ничего не делать нельзя. Это история Юлии Кабуркиной, чебоксарской художницы, которую вы видите на экране, зеркально повторяет историю Саши Скочеленко. Обе художницы, обе клеили бумажных человечков к ценникам магазина, но одна сидит в СИЗО, кстати, свободу Саши Скочеленко, а вторая отделалась штрафом 30 тысяч рублей, которые помогли собрать читатели «Сердитой Чувашии». В чем принципиальная разница? Эту принципиальную разницу подчеркнули сами власти. Бывают послания информативные, с целью донести какую-то информацию до как можно большего количества людей. Бывают акции символические, как, например, та, что вы видите на экране. Вот у Саши Скочеленко была информация про обстрел Мариупольского театра, то есть информативная. И сами власти это подчеркнули, когда принимали новые законы в Уголовный кодекс. За фейки об армии у нас до 10 лет лишения свободы. И под фейками об армии понимается достоверная информация о реальных военных преступлениях. А символические акции — это всего лишь дискредитация. И таким образом новой формой протеста стали символические акции, поскольку одни бессмысленны или опасны, а символизм нам запретить никто не может. Да. Вот еще хороший пример символической акции — это возложение цветов в память о жертвах обстрелов украинских городов. Вообще возложение цветов никогда не воспринимались как какой-то акционизм. Они стали протестным искусством именно от того, что другие акции стали невозможны. Доблестные полицейские бдят и в 1:30 ночи грабят и разрушают стихийный мемориал. Вот, я перешу. Как я сказал, нужны были новые формы протеста, а новым формам нужны новые смыслы. И неудивительно, что за новыми смыслами многие обратились к национальной культуре. Потому что когда ты видишь, как украинскую идентичность буквально стирают, как отменяют украинскую культуру, украинский язык называют выдуманным, как будто все остальные языки не выдуманные, как вообще уничтожают украинский народ, ты нет-нет да задумаешься, а что вообще значит быть удмуртом, а как Чувашия входила в состав России.
И в центре Чебоксар летом установили огромную, уродливую, кровавую, позорную фигуру в виде буквы Z, что особенно кощунство установили на чувашском орнаменте, как вы можете видеть. Z пытались атаковать, по ней били ногами, за что получали штрафы о дискредитации. Ее даже один раз разрушили, но быстро восстановили. А ребят, которые разрушили, заставили извиниться на камеру. Вот, кстати, еще одна новая для Чувашии репрессивная практика. Никогда такого раньше не было, чтобы людей заставили извиняться за камеру. Закончилось все там относительно хорошо, уголовное дело о вандализме, но судебный штраф и запрет определенных действий. Символ агрессии пытались уничтожить агрессией, и стало понятно, что это тоже не работает. Тогда, 25 июля 2022 года, анонимный художник-акционист сделал вообще самое мирное и самое милосердное, вообще самое доброе, что можно было сделать, это прикрепил белую ленту к фигуре Z. К своему стыду мы не сразу поняли глубины всей этой акции. Да, мы видели, что некто зачеркнул символ, но мы не поняли, что значит килешу, значит мир. Вообще чувашское слово килешу напрямую переводится как мир, мирный договор, согласие. Но, как я сказал, всей глубины мы тогда не поняли. После того, как мы опубликовали эти фотографии, кстати, тоже чудом нам доставшиеся, буквально через 5 минут полицейские сняли белую ленту, через некоторое время с нами связался сам художник-акционист. Он представился как чувашский Йомзя. У чуваши Йомзи называли знахарей, провидцев, которые предрекали будущее, волхвов, интересных личностей. Йомзи поведал, что, оказывается, древний чувашский символ мира и согласия выглядит ровно как зачеркнутая Z-ка. И это удивительная преемственность между прошлым и настоящим, между национальной культурой и антивоенным протестом. И поэтому я считаю, что эта акция может считаться искусством. Во-первых, поскольку она ставит цель повлиять на зрителя, заставить его испытать некоторую эмоцию, вдохновение. Не несет какого-то прямого смысла. То есть, еще раз, понятно, что никакой чиновник ни в каком кабинете не изменит свое решение, но зато люди вдохновятся, увидят и иносказатель, и он передал смысл своего послания иносказательно. Акция приобрела локальный успех. Сейчас вы видите автопортрет чувашской художницы Веры Висаровой, называется «Сбереги от зла». Справа символ килешу и довольно читаемый символ белых крыльев мира на земле. Собственно, боевую чувашскую магию Йомзи стали использовать по назначению. Люди зачеркивали зетки, писали килешу и рисовали в том числе свои. То есть не только зачеркивали зетки, но и развешивали чувашский пасифик, так называемый, везде, где можно. Здесь пасифик вместе с символом килешу, важным для представителей чувашской традиционной веры, месте в этнопарке Суар, Заволжье. Еще одна килешу в Заволжье. Авторы фотографии сказали, что они откопали буквально из песка этот символ и водрузили его как флаг. Здесь живет миролюбивый чувашский народ. Акция распространилась за пределы республики. В частности, здесь вы можете видеть килешу на крыше в центре Санкт-Петербурга. Вот. Особо отчаянные активисты даже сделали себе татуировку с килешу. Ну ладно, чего греха таить, это был я. Это первая татуировка в моей жизни, возможно, последняя. И такой забавный факт, я связался с Йомзя, спросил, принимают ли они меня в Йомзя. Он сказал, что я матур, молодец по-чувашски, и что, конечно, принимают. Так что имейте в виду, лекцию вам читает настоящий чувашский боевой маг. За пределы республики и за пределы страны килешу на протестной акции в центре Мюнхена. Да, кажется, Мюнхена, фраза на немецком. Подытоживая, война и репрессии заставили чуваши придумать новые формы протеста, и для этого мы обратились к искусству. Для новых форм нужны были новые смыслы, и для этого мы обратились к нашей богатой национальной культуре.
Чуваши были, есть и будут против войны. От первой известной истории чувашской поэтессы Эмины, которая, по легенде, покончила с собой, когда ее молодого человека забрили солдаты. Ну, такой протест Катерины из «Грозы». Или там, например, Нарспи из поэмы Константина Иванова. Акт самопожертвования в качестве протеста против несправедливого общества. До современных чувашских художниц, в частности, Полины Томи Осиповой, работу которой вы видите на экране. Несмотря на то, что нас пытаются заткнуть, нас пытаются заставить замолчать, шило в мешке не утаишь, мы найдем новые формы протеста, мы найдем новые смыслы в нашей культуре, и чуваши были, есть и будут против войны. Спасибо за внимание. Спасибо, Вадим. Это был не просто Вадим, а еще и чувашский Йомзя. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Это было выступление моего коллеги Вадима Никифорова с конференции «Чувашия после войны». Напишите в комментариях, узнали вы что-то новое и будете ли вы использовать телешу как символ антивоенного протеста. А еще мы уже опубликовали выступление политолога Федора Крышенинникова о том, как убивали Федерацию. Обязательно поставьте лайк этому видео, отправьте его своим друзьям, чтобы о чувашском протесте узнало больше людей. До новых встреч!